снимаю передачу «Я девочка». Ань, вот мне сегодня надо идти на день рождения. Я не знаю, какой сделать макияж. В прошлый раз мы с тобой снимали про прически. Мне очень понравилось. А сегодня я хочу попробовать макияж. Хорошая идея, давай попробуем. Мы сегодня пришли в гости к визажисту Марине, чтобы узнать, как правильно краситься. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Марина, а со скольки лет можно начинать краситься? Вообще, конечно, девочки, я бы вам не советовала краситься, потому что кожа у вас молодая и чувствительная. Но если вы прям-таки решили воспользоваться косметикой, то я бы вам посоветовала приобрести детскую косметику, которая моментально смывается водой. А если детской косметики нету? Но если у вас нет детской косметики и вы хотите приобрести, то в лучшем случае я бы советовала вам обратиться к дерматологу. Она уж точно знает, какую именно косметику вам подобрать. Потому что у каждого человека кожа разная и составы косметики тоже разные. Это может вызвать аллергическую реакцию. А если появились высыпания на коже, что можно сделать? Но если все же высыпания появились, не стоит замазывать всякими кремами, тональными средствами. Это может еще больше навредить вашей коже. А как ухаживать за кожей? Если ваша кожа сухая, вы можете использовать детские крема. Также на губы можете мазать гигиенической помадой, чтобы увлажнить кожу и чтобы она выглядела естественно. А чем нужно утром умываться? С утра можете использовать гели для умывания, пенки для умывания, но смотрите, чтобы состав был более такой легкий, чтобы он не пересушивал вашу кожу. А как определить состав? Но если после умывания либо гелем, либо пенкой ваша кожа резко стала сухой, то сразу исключить. А нужно ли наносить перед сном крем? Но если у вас появились отшелушивания и кожа сухая, то, естественно, можно нанести детский крем. А чем отличается взрослый макияж от детского? Во взрослом макияже надо перекрывать синяки под глазами, морщинки появляются с возрастом, отеки. Все это мы перекрываем, сначала наносим базу, потом используем тональный крем. А в детском макияже все иначе. Давай я тебе сейчас все покажу. Давай. Вообще перед нанесением макияжа в первую очередь надо тщательно промыть руки. После уже мы с тобой очищаем кожу. Кожу очищаем мицеллярной водой. Старайся использовать мицеллярную воду для сухой и чувствительной кожи. Первый этап нанесения макияжа – это мы с тобой сейчас будем очищать кожу мицеллярной водой. Очищаем кожу тщательно. Стараемся попасть во все уголки. Не забываем про глаза. Не надо Не надо ватными дисками проходить прямо вот так вот по всей коже, а тщательно от носа до уха, от носа до уха. Все тщательно вот так вот. Вот такими движениями очищаем. Не надо ее так сильно растирать, потому что от этого могут появиться, может кожа отшелушиваться. Также прорабатываем шею. Так, очистили лицо. Теперь немножко даем мицеллярной воде высохнуть. После того, как она высохла, мы с тобой наносим детский крем. Также начинаем с лба. Все тщательно намазываем детским кремом.
И не забываем про шею. Все. Теперь для добавления более такого естественного эффекта можно нанести румяна. Наносим похлопывающими движениями. Берем на кисточку слегка похлопывающими движениями. Если немножко побольше сюда у тебя на кисточку попало, можешь немножко встряхнуть. И также похлопывающими движениями наносишь. Смотри, вот здесь вот у тебя есть косточка. Вот по этой косточке ты плавненько проходишь. И уже появляется более такой красивый румянец. Также делаем это с другой стороны. Также, если ты прям хочешь блистать, можешь немножко нанести тушью ресницы. Мы с тобой очистили кожу, нанесли детский крем, нанесли немножко румянца. Теперь мы с тобой будем оформлять брови. Брови мы с тобой сейчас расчешем кисточкой, чтобы придать им более такой красивый эффект, ухоженный эффект. Немножко делаем их круговыми движениями, расчесываем, чтобы немножко разлохматить, распушить. Все, теперь мы с тобой немножко слегка на веко нанесем прозрачные тени. Закрывай глаза. Наносим более такие естественные светлые тени, чтобы придать немножко блеска. И далее с тобой немножко подчеркнем ресницы. Давай, закрывай глаза. Не будем их мы с тобой красить прям таки с корня, а так слегка верхнюю часть подчеркнем. Теперь открываем глаза. Это все. Заключительным этапом у нас с тобой будет блеск для губ. Немножко губы приоткрываем. Также, если у тебя нет блеска, вместо блеска можешь использовать гигиеническую помаду. Также красиво будет подчеркивать твои губки. Макияж мы с тобой закончили, теперь можешь повернуться и посмотреть. Ой, здорово, мне нравится. Ой, как круто, легко и очень красиво. Вам тоже нравится. А какие вы кисти используете для макияжа? Использовала я всего лишь 2 кисточки. Это первая кисточка для румяна, можно использовать и для пудры, и кисточку для теней. Также я использовала щеточку для бровей. А обязательно смывать макияж? Конечно, так как в вашем возрасте не стоит носить макияж довольно-таки долго, после мероприятия вечером обязательно надо смыть, чтобы за ночь кожа восстановилась и отдохнула. А чем смывать? Смывать либо пенкой для умывания, либо гелем для умывания. Также можно смыть мицеллярной водой, протереть глаза и потом уже вот смыть водой. Ой, а у меня есть лайфхак. Как сделать косметику дома. А для блеска нам понадобится восковой мелок и кокосовое масло. Нужно это все смешать в микроволновке и перелить в формочку. Для теней нам понадобится обычный детский крем, краски и блестки. Марина, огромное вам спасибо.
Мария, ваши советы очень хорошие, мы будем ими обязательно пользоваться. Девочки, надеюсь, я была для вас полезной. А вообще, девочки, не забывайте, самый красивый макияж – это чистая и ухоженная кожа, а самое главное – и здоровый образ жизни. Всем пока!